Культурно-спортивный фестиваль «Абаза» стал уже традицией и проводится в третий раз. Праздник национальной культуры «Абазин» собрал много гостей, около 3000 человек. На фестиваль приехали представители Ставропольского края и Абхазии. С каждым годом мы хотим вовлекать больше государств, больше городов, где проживает наша диаспора, чтобы мы вместе праздновали этот день. Это для нас большой праздник. В Карачаево-Черкесии это день культуры нашего народа, где мы представляем жителям и гостям республики нашу культуру. На празднике было несколько выставочных павильонов. Каждый из них отражал какое-то направление или исторический период из жизни абазинского народа, литература разного периода времени. Организаторы создали атмосферу национального быта, показали ремесло и одежду предков абазин. На выставке можно было не только посмотреть, но и попробовать национальные блюда абазинской кухни. Яркой палитрой развивались на ветру и национальные флаги. Гостям рассказали интересную познавательную историю о том, как изменился флаг с 3 века. Дорогие гости и мои родные и близкие, особенно молодежь, обращаюсь к вам. Поверьте мне, Абазин звучит гордо. Несите по жизни свою нацию и уважайте остальных, у вас будет все нормально. В день открытия фестиваля состоялся телемост с Республикой Абхазия. В течение всего дня гости и участники мероприятия смотрели интересную концертную программу. На фестивале было представлено и специально сшитое оригинальное платье в виде абазинского флага. Зрители с большим удовольствием посмотрели выступление известной артистки Абхазии Макланды Квициния. Второй день фестиваля собрал всех любителей спорта. Соревнования проходили в Красном Востоке. Команда из этого аула в минувшем году стала победителем спортивных игр. Рад приветствовать вас на Красновосточной земле. От жителей нашего села, от всех хочу вас поблагодарить за сегодняшнее участие, за то, что таким массовым шествием вы показали, что в нашем народе есть спортсмены, есть люди, желающие добиваться хороших результатов. Надеюсь, сегодняшний день пройдет на высоком уровне, вы добьетесь хороших результатов, и пусть победит сильнейший. Профессионалы и любители спорта из абазинских сел республики соревновались в различных спортивных состязаниях. Невозможно стоять в одном месте, хочется и там посмотреть, и волейбол, и стрельбу, очень интересно. Мне очень нравится стрельба, но смотрю, что людям очень нравится армрестлинг, там больше всего народу, наверное, там интереснее и зрелищней. Действительно, за соревнованиями по армспорту наблюдало немало болельщиков. Ну и, конечно, много болельщиков собрал и футбол. Здесь победу одержала команда из Черкесска. Хочется, чтобы на этом не останавливалось. И каждый год, чтобы больше было состязаний, больше. И с каждым годом, чтобы больше еще каких-то видов спорта добавлялось. Это по-любому объединяет весь народ. Вот такие праздничные дни. По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место, переходящий кубок и право проведения следующих спортивных игр фестиваля завоевала команда из аула Инжичкун. На втором команда из Эльбургана. И замыкает тройку лидеров Кубина. Праздник, я считаю, удался. Большое всем спасибо за терпение и за участие. Вам тоже спасибо, молодые богатыри, наше будущее. На вас вся надежда во всех видах спорта. Любите спорт, любите свои семьи, любите свою родину. Победителям абазинских игр вручили денежные призы от Совета старейшин абазинского народа, от глав абазинских сельских поселений баранов. Спортсмены, показавшие лучшие результаты в личном зачете, также получили награды. Альбина Ламкова, Альбина Тимирова, Мухаммед Ашибоков, Аслан Баташев, Расул Бердиев. Вести, Карачаево-Черкесия.